Здравствуйте, ребята! 同学们好， Мы продолжаем изучение китайского языка. С вами преподаватели Института Конфуция при Бишкекском государственном университете имени Хусейна Карасаева. Я Молдоканова Асель и моя коллега Тенли Те. 我们是来自新疆大学比什凯克国立大学孔子学院的汉语教师，在我旁边的是阿谢里老师，我是邓老师。 А также у нас в студии наши дорогие гости, ученики учебно-воспитательного комплекса школы гимназии номер 62 Омуржанова Зарема и Акунов Идиль. 大家好。 Мы продолжаем изучение китайского языка по книге «Легкий китайский язык», часть 4. Тема сегодняшнего урока – «Комната младшего брата». 我们使用的教材是轻松学汉语第4册。我们今天要学习的内容是第15课《弟弟的房间》。 Изучение нового материала мы начнем с изучения новых слов. Ребята, повторяем за Дэн Лаоши. 我们一起来学生词，请跟我读乱、乱 Беспорядок. 手表、手表 Часы. 花瓶、花瓶 Ваза. 闹钟、闹钟 Будильник. 暖气片、暖气片 Отопление. 上面、上面 Над. 相框、相框 Рама для картины. 台灯、台灯 Настольная лампа. 下面、下面 Под. 底。 底 Дно. 让我们再读一遍： Ребята, читаем еще раз. 乱、乱乱、乱 手表、手表 手表、手表 花瓶、花瓶 花瓶、花瓶 闹钟、闹钟 闹钟、闹钟 暖气片、暖气片 暖气片、暖气片 上面、上面 上面、上面 相框、下框 相框、相框 台灯、台灯 台灯、台灯 下面、下面 下面、下面 底、底底、底 乱。 乱 Беспорядок. 弟弟的房间很乱， 弟弟的房间很乱 Комната младшего брата в полном беспорядке. 手表， 手表 这是弟弟的手表。 这是弟弟的手表 Это часы моего младшего брата. 花瓶， 花瓶 Ваза. 我喜欢这个花瓶。 我喜欢这个花瓶 Мне нравится эта ваза. 闹钟， 闹钟 Будильник. 我的闹钟是红色的。 我的闹钟是红色的 Мой будильник красного цвета. 暖气片， 暖气片 Отопление. 姐姐把衣服放在暖气片上。 姐姐把衣服放在暖气片上 Старшая сестра повесила одежду на отопление. 暖气片上， 暖气片上 上面， 上面 Над. 桌子上面有一只猫。 桌子上面有一只猫 На столе есть одна кошка. 相框， 下框 Рама для картины. 这个相框里是我的照片。 这个下框里是我的照片 В этой раме моя фотография. 台灯， 台灯 Настольная лампа. 桌子上面有一个台灯。
桌子上面有一个 На столе есть одна настольная лампа. 下面，下面 Под. 弟弟的手表在书下面。弟弟的手表在书下面。 Часы моего младшего брата находятся под книгой. 底，底 Дно. 桌子底下有一只狗。桌子底下有一只狗。 Под столом есть одна собака. 接下来我们一起来做游戏， Ребята, давайте теперь сыграем в игру. 说出苹果上的词语，摘苹果。 Вам необходимо назвать слова на двух этих яблонях и сорвать яблоки. 这个是 Что это? 上面 Хорошо, как Да. переведем? 上面，这个是 Дальше, Эдиль. Тайден. 对台灯， Прекрасно, как переведем? Настольная лампа. Прекрасно. 这个是下光相框，下光 很好。 Хорошо, как переведем? прямо для картины. Умница. 这个是 Эдиль. Наужун. Хорошо. 对 Как переводится? Будильник. Прекрасно. 闹钟，这个是花瓶 Хорошо. 非常好。 Ваза. Хуапин. Умница. Дальше. Шуабьяо. Шоу-пяо. Шоу-пьяо. Хорошо. Как переводится на русский язык? Наручные часы. Наручные часы. Умница. 这个是底对，非常好。 Как Но. переведем? Но. Молодец. Луан. Луан. 乱， Мгм. Как мы переведем? Беспорядок. Беспорядок. Хорошо. 这个是下面 Мгм. Как на русском языке? под Под. Умница. 对。 Отлично 下面 справились. 接下来我们一起做游戏， Далее, давайте сыграем еще в одну игру. 把图片和词语连起来。 Вам необходимо соединить картинки со словами. Итак, что изображено на первой 这个 картинке? 是 Да, Эдиль? Тайден. Хорошо. Дальше. Да, Зарем? 花瓶 ваза Папин. 对 Ваза. 花瓶， Мгм. Дальше, на третьей картинке. Да, Зарем? 下光 прямо для картины. Сангкуан. Да. Все верно. Хорошо. 相 Дальше. 框， Последняя картинка, да, Эдиль? Наужун. Мгм. Как переводится на русский язык? Будильник. Хорошо. Умница. 闹钟。接下来我们一起来写汉字。 Теперь приступим к изучению написанию новых слов. 今天我们要写的汉字是脚。 Сегодня мы прописываем по чертам слово «рога». 我们先写汉字的拼音脚， Вначале мы пишем транскрипцию слова «тяо» – «рога». 好，我们写第一笔撇的时候，从竖中线起笔。 Первую черту мы начинаем как раз с центра. 第一笔撇， Первая черта – откидная влево. 第二笔横撇， Вторая черта – горизонтальная с откидной влево. 第三笔是一个长一点儿的撇， Третья черта – немножко удлиненная откидная влево. 第四笔叫横折钩， Далее, четвертая черта – горизонтальная, ломаная, вертикальная с крюком влево. 好，第五笔我们写横， Пятая черта – горизонтальная. 第六笔横， Шестая черта – также горизонтальная. 第七笔竖， И седьмая черта – вертикальная. 写好了可以展示一下， Давайте покажем. Очень 写的非 хорошо. 常好。我们来学第二个字发， Дальше мы продолжим изучение второго иероглифа.
фа – волосы. 发的意思是我们的头发。 Смысл иероглифа фа – это наши волосы. 我们先写发的拼音 Вначале мы пишем транскрипцию слова фа. for a 发。第一笔我们写撇折， Первая черта у нас вертикальная, ломаная, горизонтальная. 第二笔撇，我们从竖中线出发。 Дальше вторая черта у нас откидная влево, она начинается ровно по центру. 第三笔横撇， Третья черта горизонтальная, ломаная с откидной влево. 第四笔捺， И четвертая черта у нас откидная вправо. 最后一笔点。 Завершающая черта точка. 这样我们就写完了发。写完的同学可以向电视机前的同学展示一下你们的字。 Таким образом, мы дописали слово «фа». Вы можете показать нашим друзьям. 写得非常好。 Написано очень красиво. А на этом наш урок подходит к концу. Спасибо за внимание. 以上就是我们今天的全部内容。再见。再见。